Доброго времени суток, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Сегодня у нас лекция по дисциплине экономика управления организацией на тему культура и этика предпринимательской деятельности. Сегодня с вами будет лектор, преподаватель Ожского государственного университета, Кыргызско-европейского факультета, кафедры международного права, бизнеса и туризма Мамытбек Улуталгар. Ну, перед тем, как мы с вами начнем, здесь изначально все-таки мы с вами давайте определим цели сегодняшнего нашего занятия, да? Сегодняшнего темы. Изначальная цель сегодняшнего нашего занятия – это познакомить студентов с понятием культура и этика предпринимательства на примере деятельности конкретной компании, привить студентам навыки культурного бизнеса. Исходя из вышесказанного, у нас вытекают, в принципе, три метода, на которых, в принципе, студенты должны как раз по истечении, по окончанию сегодняшнего нашего урока как раз достичь вот этих целей. Это у нас дидактические, воспитывающие и развивающие. Иными словами, это можно даже назвать как характер того, что студент должен принять. Дидактически это у нас ознакомить студентов, как внешние факторы могут воздействовать на внутреннюю среду предприятия, с научными основами теории культуры и этики предпринимательства, определяющими их факторами, рыночным равновесием и с новыми понятиями теории. Следующее у нас воспитывающие. Здесь как раз формирование внимательности, любознательности, интереса к изучаемой проблеме, формирование научного мировоззрения, сознательного отношения к учебному труду у студента. И последнее у нас развивающее. Это способствует расширению кругозора, развитию экономического мышления у студентов. После определения цели, давайте мы с вами обсудим такой вопрос. Есть у нас то, что мы определяем, то, что как раз сегодняшняя наша тема включает в себя 2 результата обучения, плюс 6 компетенций по государственному стандарту высшего образования. Да? Вот. По результатам обучения, конечно, у нас первый результат обучения и третий результат обучения. По компетенциям, общекультурные компетенции у нас только одна, социально-личностные компетенции у нас 3, и профессиональные компетенции у нас 2. И плюс у нас здесь указано зоны, знает, умеет, владеет по нашей сегодняшней теме. Если хотите ознакомиться более-менее детально с результатами обучения и с компетенциями, плюс с зонами, можете поставить видео на паузу и детально все это прочитать. Мы идем дальше. У нас, исходя из всего этого, как раз вытекает план из 3 вопросов. Мы сегодня обсудим с вами 3 вопроса. Вот. Первый вопрос – это сущность и значение культуры этики предпринимательства. Второй вопрос – это корпоративная культура. Третий вопрос – деловая и профессиональная этика. Ну, перед тем, как мы с вами начнем, конечно, первый вопрос насчет сущности и значения культуры и этики предпринимательства. Хотелось бы с вами обсудить такой момент насчет того, чтобы определить в первую очередь, что же означают термины культура и этика, которые сейчас мы будем рассматривать таким образом, что не имея в первую очередь отношения к предпринимательской деятельности. В повседневной нашей жизни, как оно используется, они используются. Вот. И в чем их разница? Здесь возникает такой вопрос, да? Здесь, конечно, у нас есть 3 определения. Это у нас культура, это обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и создаваемых нами в процессе эволюции. Дальше, если пойти, у нас культура – это моральные, материальные ценности, умения, знания, обычаи и традиции. Ну, насчет моральных и материальных ценностей, в
принципе, здесь можно выделить жизненные принципы насчет того, что, вот, например, чего мы в жизни придерживаемся. Какие, например, моральные ценности, придерживаемся каких моральных ценностей в жизни. Ну, соответственно, материальные ценности – это относительно к произведениям культуры. Вот. А, Умения, знания – это то, что на протяжении всего жизни, конечно, мы всегда учимся, мы всегда развиваемся. Соответственно, мы получаем в первую очередь умения, знания, и в продолжительности жизни как раз, может быть, получаем и новые знания и умения, но, может быть, и развиваем а, умения и знания плюс навыки, которые у нас есть. Насчет обычаи и традиции, конечно, есть такой момент насчет того, что вот у нас как раз у кыргызского народа очень хорошее соотношение к слову культура, потому что вот как раз наш народ очень сильно, ну не то чтобы очень строго, вот, но сильно придерживается обычаев и традиций, которые, в принципе, остались от наших предков. Насчет этики. Ну, этика как раз, видите ли, имеет ну, тесное отношение к философской науке, что объектом изучения которой как раз является мораль, нравственность, как форма общественного сознания и как вид общественных отношений. Вот. Ну, здесь, конечно, можно перечислить гегелевскую этику, материалистическую этику. Из повседневной жизни, если мы более проще, допустим, этику будем брать, то что вот, например, медицинская этика, вот как раз и предпринимательская этика. Плюс у нас еще есть то, что, допустим, этика того, что как вы себя ведете в общественных местах, плюс в определенных мероприятиях. Это тоже есть своя этика. Хорошо, надеюсь, мы с вами разобрались насчет того, что для чего, в принципе, существует культура, для чего, в принципе, существует термин этика, как они используются и в чем их разница. В принципе, давайте тогда мы с вами начнем первый вопрос. Первый вопрос у нас, я напоминаю, что это было сущность и значение культуры и этики предпринимательской деятельности. Изначально, конечно, мы начнем с научной мысли, что здесь у нас есть ученый, который называется, у которого имя Рольф Рютингер, считает, что культура предпринимательства – это система совместно вынашиваемых и реальных убеждений и представлений о ценностях. Вот. Нойбергер и Компа к культуре предпринимательства как раз относят сумму убеждений, ценностей, то есть правил, которые делает предприятие единственным в своем роде. Ну, дальше, если еще из научной мысли, в принципе, мы последнюю возьмем, что Лапуста, в принципе, дает следующее определение культуры предпринимательства, да, что это определение, определенная сложившаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской деятельности, субъектами как раз предпринимательской деятельности в соответствии с действующими в стране или в обществе правовыми нормативными актами. Иными словами, это законами и нормативными актами, обычаями делового оборота, этическими, нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении цивилизованного бизнеса. Ну, исходя из многих теорий о культуре предпринимательства, в принципе, можно выделить еще 4 элемента предпринимательской культуры. Что это? Первое у нас законность. Вот. Ну, по законности, в принципе, можно объяснить таким образом, что любой предприниматель, открывая свой бизнес в рамках или на территории определенной страны, должен быть уверен в том, что насколько, допустим, закон может защищать его права как предпринимателя. И насколько, допустим, в данный момент, допустим, тоже идет такой момент, то что есть в странах
очень много в странах насчет того, чтобы, в принципе, ну, это политика, конечно, привлечения дополнительных инвестиций в страну, для того, чтобы вводят дополнительные законы, для того, чтобы, допустим, бизнес предпринимателя был конкретно защищенным в этой стране. Из-за этого как раз страны вот как раз изменяют свою политику, законность насчет того, чтобы в сторону предпринимателя. Конечно, здесь законность идет в таком порядке, то, что этот закон не только защищает предпринимателя, но и в какой-то степени ограничивает в таком плане, что, допустим, ну, законность ведения предпринимательской деятельности. Насколько, допустим, предприниматель ведет свою деятельность законно. Тоже есть такие моменты. Плюс, если мы с вами посмотрим насчет конкурентной среды, вот как раз и культура предпринимательской деятельности, это то, что мы относим к внутренней среде предприятия. А конкурентная среда – это как раз внешняя среда, которая воздействует на внутреннюю среду. И в соответствии с этим, может быть, на рынке уже очень много наблюдалось таких моментов насчет того, что конкуренты могут сговориться таким образом, чтобы вытеснить, допустим, другого конкурента. Допустим, если мы с вами возьмем территорию одного рынка, что там работают, допустим, ведут свою деятельность, точнее, а, 3 предприятия конкурентов, и, допустим, посчитаем, что, допустим, первое предприятие и второе предприятие сговорились против третьего предприятия насчет того, чтобы его вытеснить из рынка. И в этом случае это тоже нарушение определенных нормативных актов, которые прописаны законами в стране. Потому что это уже, видите ли, идет к нездоровой конкуренции. Исходя из первого элемента законности, у нас протекают следующие элементы. Это второе – строгое выполнение обязательств и обязанностей, вытекающих из правовых актов, договорных отношений и совершаемых законных сделок, что проявляется как раз в нанесении не только имущественного, но и морального вреда, в первую очередь партнерам, конкурентам, потребителям. И, в принципе, можно туда, ну, в обязательном порядке, конечно, это включается, как наемным работникам. Третий элемент у нас – честное ведение бизнеса, своего бизнеса. Вот. Ну, здесь, конечно, вот то, что в законности, как я, в принципе, перечислил, тоже есть такой момент насчет того, что как раз насколько предприниматель может вести свой бизнес честно. Вот. И честное отношение к людям, в первую очередь. Ну, на какие подгруппы мы с вами можем разделить людей, да? В первую очередь, это, опять же, потребители, партнеры, государства, конкуренты. Как раз и вот наш третий элемент, честное ведение бизнеса, как раз можно посчитать, что это действительно ведущий признак культуры предпринимательства. И наш четвертый элемент, это уже последний элемент, соблюдение предпринимателями общих этических норм, включающих профессиональную этику, общепринятые правила осуществления бизнеса, соблюдение обычаев и нравов в предпринимательской деятельности, как вы уже знаете, допустим, тоже есть свои определенные традиции ведения предпринимательской деятельности. Соответственно, и действующих в обществе уровень знаний, необходимых для осуществления законного бизнеса. Ну, дальше, если мы с вами пойдем, хотелось бы с вами вот как раз обсудить по возникновению, схему по возникновению формирования культуры предпринимательской организации. Конечно, вот культуру предпринимательской организации как раз формируют 3 группы. Это то, что, как вы видите, изначально вот в верхней части это а, с левой части мы с вами начнем. Это рынок, потребители, конкуренты. Это первая группа. Вторая группа – это государство и его органы. Третья группа – общество и общественные организации. Исходя из этого, у нас, если возникает культура организации, из культуры организации у нас протекает мотив деятельности и
представление о ценностях. Ну, о ценностях и мотивах деятельности, в принципе, мы с вами поговорим на втором вопросе, потому что у нас второй вопрос – это корпоративная культура. И вот видите ли, здесь у нас, в принципе, есть взаимосвязь при представлении о ценностях и мотиве деятельности, что они как раз изначально, и исходя из них, в принципе, вот как раз у нас и выходят правила и нормы поведения. Соответственно, правила и нормы поведения относятся к кому? В первую очередь, конечно, это предпринимателям, собственников организации и, в принципе, менеджеров и, соответственно, наемных работников. Дальше, если мы с вами поговорим о культуре, надеюсь, мы с вами уже закончили. Дальше у нас, давайте поговорим мы с вами о предпринимательской этике, да? Вот. Ну, предпринимательская этика – это одна из таких очень сложных проблем формирования культуры цивилизованного предпринимательства. Так как этика вообще, ну, это учение и практика поведения. Вот. Изначально, когда мы с вами тоже по культуре и этику обсуждали, то что, вот, в принципе, здесь есть, можете почувствовать взаимосвязь между определениями. Вот. Поведение как раз кого? Индивидуумов. Иными словами, это граждане у нас, да? В соответствии с идеями о должном, ну, как мы воспринимаем это, о должном. Это, ну, добро и зло, в принципе, да? Вот. Ну, в виде идеалов, как раз моральных принципов, норм поведения. И как раз это как раз вот как раз предпринимательская этика. Учение о назначении человека, о смысле его жизни. Изначально то, что когда мы давали, если помните, допустим, определение к этике, самой этике, вот как раз там, в принципе, изначально мы учитывали, что это все-таки идет тесная взаимосвязь с философской наукой. Из-за этого, еще раз повторяю, что как раз предпринимательская этика, учение о назначении человека, о смысле его жизни. Вот. И это система моральных нравственных норм, включающая, ну, общеобразовательные правила поведения людей. Мы переходим с вами к второму вопросу, но перед тем, как начать второй вопрос, я бы хотел бы с вами, в принципе, поделиться, показать, точнее, вам один видеоролик, чтобы у вас появилось изначальное понятие корпоративной культуры.
Надеюсь, просмотренное вами видео было очень полезным, что это вот как раз вступление ко второму вопросу, что мы с вами начинаем обсуждать вопрос насчет корпоративной культуры. Что это такое, да? Вот. Сейчас в мире, в предпринимательской деятельности, в очень многих компаниях, в принципе, сейчас и как раз используется очень активно корпоративная культура, что как вы из видео узнали, что все-таки каждый работник считается, каждая единица работника, наемных работников, в принципе, считается очень важной составной частью целостной системы. Не то, что каждый работник должен разделять цели, традиции компании, да? И в первую очередь, конечно, можно тут еще добавить миссию компании, что они должны знать миссию, вот, ценности компании, зачем компания работает, как компания работает. Ну, давайте тогда дадим такое короткое определение к корпоративной культуре, что это как раз и модель внутри организации, сформированная в процессе функционирования компании и разделяемая всеми членами коллектива. Как я вам говорил, то что вот каждый и работник, каждая единица наемного работника. И некая система ценностей, нормы, правила, традиции и принципы, по которым живут сотрудники. Ну и в ее основе лежит философия компании, которая предопределяет систему ценностей, а, общее видение развития, модель взаимоотношений и все то, что включает в себя понятие корпоративная культура. Ну, дальше, если мы с вами посмотрим, то что вот, в принципе, здесь у нас есть элементы корпоративной культуры. Это то, что первое мы можем определить как видение развития компании, направление, в котором как раз и движется организация, ее стратегические цели и, конечно, ценности компании. И что является наиболее важным для компании? Традиции, это история, как раз и э, сложившиеся со времен привычки, ритуалы, нормы поведения. Этический кодекс организации, в котором как раз и прописаны правила поведения в определенных ситуациях. Дальше, если мы с вами пойдем, то что вот как раз внешний вид офисов в компании, интерьер, фирменная символика, ну, иными словами, как мы можем сказать, это бренд. Вот. Дресс-код сотрудников и взаимоотношения сотрудников друг с другом. Правила, что мы можем включить в правила? Это способы коммуникации между департаментами и отдельными членами коллектива. Вот. Вера и единство команды ради достижения определенных целей. Политика ведения диалога с клиентами, да, с партнерами, с конкурентами. Это как раз здесь у нас уже участвуют и ценные единицы, как люди. Ну, сотрудники, которые как раз и разделяют корпоративные ценности компании. Ну, дальше мы с вами, если пойдем, давайте тогда обсудим насчет функции корпоративной культуры, да? Вот. Ну, насчет функций, то, что вот как раз здесь у нас перечислено, я по каждому разделу, в принципе, объясню вам. Имиджевая функция у нас первая стоит, да? Ну, это сильная внутренняя культура, как раз, что делает она? Помогает создавать положительный внешний образ компании и, как следствие, привлекать новых клиентов и ценных сотрудников. Дальше у нас мотивационная функция. Что она делает? Вдохновляет сотрудников на достижение поставленных целей и качественное выполнение рабочих задач. Вовлекающая функция – это активное участие каждого отдельного члена коллектива в жизни компании. Идентифицирующая функция, оно что делает? Оно способствует самоидентификации сотрудников, развивает ощущение собственной ценности и принадлежности к команде. Адаптивная функция помогает новым игрокам команды, ну, новым сотрудникам, быстро как раз вливаться в новый коллектив. Управленческая функция формирует нормы, правила управления командой,
и, конечно, подразделениями. Система, образующая функции, это то, что как раз делает работу подразделений системной. А, Есть функция, допустим, того, что сам управляющий, в принципе, что делает? Ну, ведет упорядочение эффективности. Ну и еще одна немаловажная функция у нас маркетинговая. На основе целей, миссий и философии компании как раз разрабатывается стратегия позиционирования предприятия или же товара самого, да, на рынке. Более того, как раз и корпоративные ценности естественным образом формируют стиль коммуникации с клиентами и целевой аудиторией. По типологии корпоративных культур у нас идет вот есть 5 типов корпоративных культур. Это вот ролевая модель, Dream Team, семья, рыночная модель и фокус на результат. Если мы вкратце пройдемся по каждому из них, то что это вот ролевая модель, как раз здесь взаимоотношения строятся на правилах и распределении обязанностей. Каждый сотрудник что делает? Ну, каждый сотрудник выполняет свою роль маленького винтика в большом механизме. И отличительная черта – наличие четкой иерархии, строгих должностных инструкций, правил, норм, дресс-кода и формальных коммуникаций. Дальше у нас идет второй тип корпоративной культуры. У нас это уже идет как Dream Team, командная модель корпоративной культуры, в которой нет ни должностных инструкций, ни конкретных обязанностей, ни дресс-кодов, иерархия власти горизонтальная. Вот. Подчиненных нет, есть только равноценные игроки одной команды. Общение чаще всего там считается неформальное или как дружеское. Третий тип корпоративной культуры у нас идет как семья. Этот тип культуры характеризуется наличием теплой, дружеской атмосферы внутри коллектива. Компания похожа на большую семью, а руководители отделов выступают в роли наставников, в которых всегда можно обратиться за советом. И, ну, если мы с вами обсудим вопрос насчет особенностей этой типологии, что здесь идет именно преданность традициям, сплоченность, общность и, соответственно, клиентоориентированность. Следующий, четвертый у нас тип – это рыночная модель. Как раз такой вид корпоративной культуры выбирают организации, ориентированные только на прибыль. Вот. Коллектив состоит из амбициозных, целеустремленных людей, ну, сотрудников, иными словами, вот, которые активно борются друг с другом за место под солнцем, за повышение, выгодный проект, премию. Вот. Э, Человек, в принципе, в этой типологии ценен для компании до тех пор, пока может добывать для нее деньги. Вот. И пятая типология у нас, это у нас фокус на результат. Ну, довольно гибкая, в принципе, корпоративная политика, отличительной чертой, которой является стремление развиваться. Главные цели – достичь результата, реализовывать проект, укрепить свои позиции на рынке. Ну, по поводу изначально, как мы с вами говорили, преступление, что будет как раз пример реального предприятия. Вот. Могут у вас возникнуть, конечно, вопросы насчет корпоративной культуры кыргызстанских предприятий, почему я не использовал, потому что вот сейчас в полной мере очень многие предприятия, которые работают на территории Кыргызской республики, в этом случае как раз только-только начинают осваивать корпоративную культуру. Есть у нас, в принципе, в мире очень популярный бренд, он называется Запас. Вот, Запас, в принципе, его работает как интернет-магазин и продает в основном как из товарного бренда. Надписи вы видите, что это продают они обувь. Вот. Ну, Запас – это компания, которая начала с торговлю обувью в интернете
и за 10 лет увеличила объем продаж практически с нуля до 1 миллиарда долларов в год при минимальных вложениях в рекламу. Вот. Ну, и так, в принципе, можно здесь перечислить тоже составляющие корпоративной культуры запас. В принципе, у запаса есть даже про корпоративную культуру целая книга. Вот. Ну, здесь мы перечисляем, это у нас открытость и доступность, что офис компании может посетить любой желающий, стоит только записаться на экскурсию. Следующий у нас правильные люди, правильные результаты. В запас уверены, что те, кто действительно разделяет их ценности, могут помочь компании достигать целей и становиться лучше. Третье. Счастливый сотрудник, счастливый клиент. Вот такое взаимоотношение между счастливым сотрудником и счастливым клиентом. И руководство бренда делает все, чтобы работникам было комфортно, весело и радостно проводить день в офисе. Им даже разрешается что делать? Ну, оформлять рабочее место так, как им заблагорассудится. Вот. И фирма берет расходы на себя. Если сотрудник счастлив, то он с удовольствием делает счастливым клиента. Вот. А довольный клиент– это успех компании. Вот. Свобода действий как раз. Неважно, как ты делаешь свою работу. Главное, делай так, чтобы клиент остался доволен. И как раз что делается у нас? Ну, четвертое, в принципе. В запас не контролирует сотрудников. Им доверяет. Право принятия некоторых решений остается за сотрудником. Здесь, видите ли, дается определенная свобода для сотрудников. Например, в сервисном отделе оператор может по собственной инициативе сделать маленький подарок или скидку покупателю. Это как раз его решение. И шестое у нас обучение и рост. Каждый сотрудник сначала проходит 4-месячное обучение, после чего стажируется в колл-центре, чтобы лучше понимать клиентов. И в запас помогают совершенствовать профессиональные навыки. Седьмое у нас общение и отношения. Хотя в запас работает тысячи человек, вот, здесь делают все возможное, чтобы сотрудники знакомились друг с другом и эффективно была, в принципе, взаимосвязь, коммуникация между ними. И восьмое, клиент всегда прав. Все, что делается в запас, делается ради счастья клиента. О мощном колл-центре, в котором могут помочь даже вызвать такси и подсказать дорогу. Уже ходят даже определенные легенды. Ну, дальше у нас, в принципе, вопрос насчет... У нас уже начался третий вопрос насчет деловой и профессиональной этики. Как раз, ну, деловая этика и профессиональная этика. Мы с вами обсудили вопрос насчет культуры, углубились очень, в принципе, глубоко в этот вопрос, но не хотелось бы тоже оставить вопрос насчет деловой этики, профессиональной этики. Вот, ну, деловая этика как раз это устоявшаяся система общих правил поведения и этических норм, которые как раз используются на предприятиях, учреждениях, фирмах и так далее. Ну, в общем, это общение и взаимодействие людей в различных сферах профессиональной деятельности. А профессиональная этика– это система моральных норм, правил, принципов. Ну, здесь, как вы видите, допустим, профессиональной этики, допустим, и простой этики, в принципе, почти разницы нету. Но просто здесь есть разница в том, что простую этику мы можем использовать в разных случаях, а профессиональную этику мы используем только в своей профессиональной деятельности. Вот. Ну, профессиональная этика как раз это одна из отраслей этики, как даже науки. Вот. Она важна и неотъемлемая часть при подготовке и также самой профессиональной деятельности каждого специалиста. И общие принципы основаны на общечеловеческих, общепринятых нормах морали.
Дальше, если мы с вами, вот у нас есть такая схема насчет того, чтобы рассмотреть вообще а, элементы, структуру элементов деловой этики, да, вот. И вот из деловой этики у нас исходит а, 5 элементов. Что это? Первое, то, что у нас немаловажным считается, то, что разрешение конфликтов. Второе у нас служебные взаимоотношения. Четвертое у нас философия организации, этика делового общения и, соответственно, стиль руководства. Насколько, допустим, ну, самый простой пример – это горизонтальные отношения между работниками и руководством, да, или же вертикальные отношения, строгое вертикальное отношение руководства и работника. Дальше, если мы с вами пойдем, что вот как раз к принципам делового этикета у нас, в принципе, мы отнесли здесь 10 принципов, что это, в принципе, в первую очередь идет здравый смысл. Именно он указывает на то, что этикет, ну, деловой этикет направлен на поддержание порядка и его организацию, на экономию времени и так далее. Ну, все нормы соответствуют здравому смыслу и не противоречить ему. Свобода. Каждый имеет свою точку зрения мысли, которую вправе высказать. Этичность. Деловой этикет должен быть моральным и ориентировать на добрый, ориентирован, точнее, должен быть ориентирован на добрые намерения. Удобство в отношениях между деловыми партнерами должны быть удобно. Вот. Оно должно быть равной степени для обеих сторон и всех участников соглашения. Целесообразность. Все виды деловых отношений имеют определенные конкретные цели. К таким видам как раз и можно отнести, что, ну, презентацию, деловые разговоры, переговоры. Вот. Поэтому как раз все это должно быть полезно и, соответственно, соответствовать целям организации. Экономичность шестое у нас. Вот, организация должна подчиняться разумной цене. На деловой этикет не должны тратить много средств. Консерватизм седьмой у нас. Ну, в деловом мире должно быть все надежно, прочно, стабильно. Вот и как раз этот принцип нужно соблюдать как в манерах, так и в одежде и в преданности традициям. Универсальность девятый у нас. Эти нормы как раз и являются многогранными и универсальными. То есть они могут быть использованы в различных сферах и эффективно выполнять свои функции. Десятое у нас эффективность. А, Правила и нормы, используемые, должны быть эффективны. Они используют уменьшению конфликтных ситуаций в различных организациях. Могут способствовать уменьшению сроков выполнения договоренностей и, соответственно, договоров. И у нас есть, в принципе, вот как раз сферы делового этикета. В принципе, мы туда относим 7 сфер. Это первый у нас одежда. Насколько, допустим, это может быть униформа, может быть там на рабочем месте. Второе. Официальные формы представления, поздравления, используемых в деловом общении. Третье у нас подарки, которые уместно использовать в деловых связях. Следующее у нас деловая дисциплина. Плюс следующее у нас визитные карточки. И последнее этикет, который нужно соблюдать в рекламе. Ну, дальше у нас, в принципе, идет домашнее задание. Это у нас кейс-задание, рассмотрение принципов делового этикета. Как раз цель этого задания – научиться анализировать актуальные повседневные ситуации, как раз возникающие в жизни студента с этической точки зрения и на основании нормативных документов. Здесь, в принципе, как раз есть два задания, что по инструкции у нас идет ознакомиться с положениями Кодекса корпоративной культуры, как раз провести анализ этикетных ситуаций и ответить на сформированные ниже вопросы.
Подведя итоги, в принципе, хотелось бы провести такое маленькое, короткое тестирование по поводу того, что насколько, допустим, вы освоили сегодняшний материал. Получается так, что перед тем, как ответить на вопросы, хотелось бы вам тоже а, сделать такое предложение насчет того, чтобы при том, что когда вы читаете вопросы, есть такой совет насчет того, чтобы вы ставили видео на паузу и сравнить, а, насколько вы сегодня освоили сегодняшнюю тему. Вот. Итак, давайте мы с вами начнем тогда. Здесь всего лишь 8 вопросов. Из-за этого мы с вами, надеюсь, очень быстро закончим по поводу этого. Ну вот, изначально, как мы с вами обсуждали, культура это, конечно, это морально-материальные ценности. Дальше идем. У нас второй вопрос насчет этики. Что такое этика? Это мораль и нравственность. Третий вопрос. Культура предпринимательства это. Что это такое было? Ценности и традиции предприятия. Дальше у нас четвертый вопрос. Деловая этика. Что это такое? Это, соответственно, конечно, этические нормы и моральные принципы компании. Определение культуры предприятия по Рольфу Рютингеру. Конечно, это было по первому вопросу. Сразу же мы уже по научной мысли, когда начинали. Это у нас, конечно, система совместно вынашиваемых и реальных ценностях. Дальше у нас шестой вопрос. Объясните имиджевую функцию корпоративной культуры. Ну, соответственно, имидж это у нас помогает создавать внешний образ, положительный образ компании. Предпоследний вопрос. Объясните функцию Dream Team из типологии корпоративной культуры. Ну, Dream Team это у нас командная модель корпоративной культуры. И последний у нас 8-й вопрос. Чем отличается успех компании Запас? То все-таки еще раз повторяю, что не зря было проведено пример насчет компании Запас. Это у нас это... Хорошо. Тесты мы с вами прошли. Есть у вас на экране уже задание. И плюс, ну, для того, чтобы, в принципе, подвести итоги, чтобы, в принципе, получить обратную связь по поводу того, что вот, в принципе, насколько вы в устном формате. Конечно, здесь мы с вами уже прошли тест, но устно отвечать тоже, в принципе, это уже навыки переговоров. Ряд вопросов насчет того, что вот, например, вы должны ответить. Можете поставить видео на паузу опять после каждого вопроса и можете ответить лично по этому вопросу. Да? Первый вопрос по обратной связи. Что такое культура и этика предпринимательской деятельности? Вот. Здесь, в принципе, можно объяснить таким образом, дать определение, чем они отличаются и как они действуют. Вот. Второй вопрос. Корпоративная культура. Объясните суть корпоративной культуры, для чего она существует. И четвертый вопрос. Успех компании Запас. Насколько, допустим, компания Запас использует все то, что было перечислено, за счет каких принципов или использования корпоративной культуры Запас достиг таких успехов. И перечислите элементы деловой культуры.
Вот. У нас, в принципе, вот 4 вопроса для фидбэк, это по обратной связи. В принципе, вот, надеюсь, сегодняшняя тема была для многих из вас очень полезной. Еще раз повторяю, что сегодня тема была культура и этика предпринимательской деятельности. С вами был лектор, а, преподаватель Ожского государственного университета, Кыргызско-европейского факультета, кафедры международного права, бизнеса и туризма Мамытбек Талгар. Спасибо за внимание.